с учетом того внимания, которое приковано к нашей республике, к главе нашего региона Рамзану Кадырову, к руководству республики, с учетом многочисленных провокаций, многочисленных информационных диверсий, направленных на дестабилизацию обстановки у нас в регионе, мы можем смело предположить, что будут попытки, определенно будут попытки по-новому трактовать эти обстоятельства, проведенные референдум, другие мероприятия, преподносить для подрастающего поколения под новым соусом, скажем так, в определенный момент, когда вырастет огромный контингент молодых людей, когда этот мир покинет большинство свидетелей, участников этого мероприятия, которые могут рассказывать, будут предприняты попытки трактовать по-другому проведенный референдум. Мы с вами не должны допускать этого. Я с большим удивлением в последнее время знакомился с информацией. Расскажу вам тоже, что в частности в Соединенных Штатах, в других западных странах, абсолютное большинство жителей этих стран не знают, что в 1945 году Америка нанесла ядерный удар, сбросили ядерные бомбы на Японию, на острова Хиросима и Нагасаки. Они не знают этого факта, потому что об этом не пишут в их книгах по истории, об этом не говорят их СМИ, об этом никто не говорит. Умалчивается этот факт. Более того, не знают об этом большинство жителей Японии. То есть историю можно подменять факты, реконструировать. С 2009 года в западных некоторых странах объявили День памяти жертв нацизма и сталинизма. Это несет такой подтекст, такую нагрузку, что СССР точно так же несет ответственность, вину за гибель десятки миллионов людей во время Второй мировой войны. Мы с вами знаем, что СССР одна из стран-победителей, которые внесли огромный вклад в победу над фашизмом, которые дошли до Берлина, которые окружили Гитлера. Но сегодня пытаются преподнести таким образом, что Советский Союз и Красная Армия, они точно такие же равносильные виновники всех жертв нацизма. Мы видим, как героизируется Бандера на Украине. Человек, который убивал десятки тысяч самих украинцев, людей разных национальностей, людей, кто придерживался каких-то политических взглядов. Если нам приписывают какие-то героические победы в недавнем прошлом, или же какие-то позорные поражения. Это влияет на политику, на внутреннюю, на внешнюю. Это я к тому, что будут опять же предприняты попытки вводить в заблуждение молодых людей, создавать какое-то ложное общественное мнение о этих мероприятиях, в частности, о проведенном референдуме. Благодаря нашему национальному лидеру Ахмаду Хаджи Кадырову и абсолютное большинство участников референдума, то есть жителей республики, они сказали свое веское слово, сказали в унисон, уверенно, что мы хотим жить в составе одной из самых сильных стран мира, что мы хотим жить в составе Российской Федерации. Здесь наша работа, она выходит вперед, наша работа, она приобретает еще большую значимость. Мы должны еще активнее, интенсивнее рассказывать об этом. Сегодня никаких предпосылок к тому, что будут манипулировать общественным мнением, что удастся вводить в заблуждение наших жителей. Никаких предпосылок нету, это все благодаря, в частности, нашим организациям, всем вам, потому что мы рассказываем подробно, детально нашей истории. Мы не будем расслабляться, не будем сбавлять темпы, будем еще больше прикладывать усилий, чтобы молодое поколение, они знали, что происходило на нашей земле. Масана Дере Суллагор, Агвая Амад Ажиния Тира Дастиар. That's why Амад Ажиния Абога Хоп Оман Хомаха Юштур Шадов Медиодо Вайкис Ханя Бат Амад Ажиния Або Тугда Мула Эсния Тяхва Чарам Дан Ажин Тигна Васидош Лайер Тадукой Ахмад Сила Аллаху.